Ребят, провизию то же самое взял. Вот тушенка своя, свинина. Хлеб, 2 буханки. Ну, как всегда, ничего нового. Здесь у меня для съемки все. Надеюсь, получится какой-то фильм. Завтрак, макароны. Картошку на суп. Суп буду варить. Сегодня каша перловая. Тоже взял банку. Может завтра пригодится или еще. И для тулана еще вот консервы. Все, больше ничего нету. Тут получается 2 бич-пакета взял. Здесь бич-пакет вообще закончился. Запаса вообще нету. Ну и суп. Вот это пачковый. Это тоже надо. Кусок сала с прошлого раза осталось и лук. Вот этот лук. А это на улицу вынесу. На улицу. Сахарный песок еще взял. Вот. Все, больше ничего я не взял. На одну ночь приехал, потому что здесь сейчас в данный момент -7. Но завтра уже будет очень тепло. И тут рисково остается. Смотрели, видели, какая река уже становится. Да и большая река наша тоже как бы вода прибывает, лед становится опасным. Все, вот такая быстрая распаковка. Так, ну что, какие планы сегодня у нас? Хочется на рыбалку, честное слово. Хочется порыбачить. У меня опарыш-то здесь. И в то же время, сейчас с утра. С утра у нас еще пока наст хорошо держит. Сейчас я поблизости посмотрю где-нибудь сушину, елку и распилю дрова. Немножко потаскаю на мотособаке дров, хотя бы одно дерево, если удастся найти такое вот хорошее. Потаскаю дрова. И второе, что сейчас сразу сделаю, это, наверное, эти 2 бревна подниму на чердак. На чердак подниму, так оставим, а уже весной, как приедем, уже до ума буду доводить. Просто сейчас, почему сейчас? Сейчас у меня снега под ногами очень много. Упор хороший, сейчас пока наст есть. И могу я поднять. А если, скажем, этот снег растет на метр ниже, получится. И в одиночку не очень удобно. В общем, эти 2 дела сделаем. А потом уже, наверное, думаю, будем рыбачить. Что еще тут остается? Хочется еще за речье съездить. Но я к реке еще не ходил. Непонятно, какая река, тоже тут переход. Хотел до избушки, до ручья съездить. Но все не успеешь. Сперва здесь разберусь, потом видно будет. Дождусь, пока чай закипит. В термос чай возьмем. И уже на рыбалку, чтобы с термосом. Че, обжег, что ли? Руку где? Пока кушать не хочется. Взял макароны вот такие. С утра вчерашние макароны с яйцом пожарил. И хороший завтрак будет. План куда-то опять ушел. Сейчас чай с хлебом попью и все. Пойдем работать. Тут сидеть просто некогда. Быстро-быстро надо все сделать.
что тут интересного, ребят? Там у меня помеха, там бревно в середине. Не знаю, спилить придется. Как туда подобраться? Просто представления не имею. В прошлом году я туда ставил, когда потолок сделал. Здесь усилие, второе бревно ставил. Вот тут у меня одно было. Потом усилил. Хочу и вот еще сюда одно бревно вот на это вот как-то вот поставить. Без этого просто доски, ну где-то вот сюда, наверное, примерно. А на второй половине у меня тоже как бы на потолке доска прибита, которая... Вот, блин, засада. Так, ладно, что-то придумаем, сделаем. Это, наверное, полностью придется отсюда убрать. Потом весной прибью снова. Где мои щемницы? Мой черный. На большом крыле. Так. Бревно. Сука. Как же тебе это оттуда увидеть? Так.
Вот сюда он уперся. Вот это бревно. Тот конец мне придется спилить. Как спилить? Пока без понятия. Вот а собака сюда ударит. Так. Ай, бля. Как же спилить-то? Как же спилить? Зачем пилить? Если я не буду пилить, в принципе, думаю, ничего страшного не будет. Где-то вот здесь будет бревно. Так, одно бревно, в принципе, на месте. Хорошо все достало. Камлевую сторону сюда поставил, на север. Ну, где-то на середину поставим. Сейчас там на чердаке разберусь. Сейчас пила заведется, нет там. Чуть-чуть лишнее, это спилю. Так, пила работает. Залезаем на чердак. Так, будем здесь разбираться. Опа. Здесь много раз уже вам снимал. Вообще неудобно, блядь. Как я туда залезу? Мне надо это бревно как-то спилить. Ну, оттуда наверное. Оттуда может как-то. Без этого у меня ничего не получится. У меня потолок, в принципе. Вот тут, видите, шпилька. На этой бревне вот эти плахи висят. Так. Здесь тоже чуть-чуть придется переделать это. Куда-то чуть в сторону, наверное, придется перекинуть. Потому что это бревно здесь будет сидеть. Вместо этой доски. Так. Ладно, это тоже придумаем что-то. Кирпичи мешают. Вот так подумаешь, блядь, все мешается, но и в тайге все может пригодиться в любую минуту, в любую секунду. Что проволока, что коробка какая-то, еще что-то там. Всякое разное барахло. Вот эта бутылка. Вроде негодная вещь. Но все может быть понадобится. Так. Как же это-то? Отсюда неудобно. Так. Чукаль-мукаль, гагар. Ух ты. Силу захвата у меня отсюда нету. Выйду сюда. Как же быть-то? Канистра еще там говорят. Что за фигня канистра тут?
Рейку сюда поставлю. По рейке придет, нет. Будет мешаться нам. Так. Снова надо мне отсюда выходить. Строился, понятия не было. Вот теперь мучаюсь, блядь. Переделывать постоянно что-то надо. Что-то опять упирается, блядь. Во. Теперь лучше. Теперь лучше, ребят. Так. Так. Такс. Егор Бунева. Ладно, разберемся. Потом уже туда надо мне подниматься. Там что-то делать. Плахи еще мешают. Блин. Тяжелые они, капец, на. Опа. По-другому никак. Придется все убрать. Так. Ту доску выбить и на этот поднять. Ой. Где мои 17 лет на большом каретном и мои черные песни? Ой, шляпа, бля. Как туда зайти, нахуй? Не мои 17 на большом каретном. Как в шахте, ёб твою мать. И ничего сделать не сможешь, бля. И мои 17. Эти гвозди, бля. Все против тебя, Олег, ёб твою мать. Проткнешь все. Ой, блин. И мои 17. Ой, здесь что-то потолкай, что ли, надо? Точно. Храниться можно. Вот это. Да. Не выбивается. Ни хрена себе. Это капитально сделано. На века. Ну. Так. Как я это буду поднимать? У меня не хватает силы. Силы не хватает. Шляпенция тут полная. Как же так быть-то? Так. Не с руки. Просто мне не с руки. Так, вот третьей руки не хватает. Как же быть-то? Думала. Гадала.
Не могу. Честно говорю. Не под силу не дается. Это бревно даже тяжелее, я думаю, чем первое. Так. Доска нужна. Все в этом гвоздях. Так, если я сделаю. Чуть-чуть, потихоньку, понемножку. Показывает. Олег, кто показывает? Нет вам. Шляпенция полная. Полная шляпенция, ребята. Не знаю пока. Что делать? Не могу. Силы не хватает просто. Моя грудь мешает поднимать. Понимаете? Хотя бы вот, если на эту доску поднять, то уже будет интереснее. Я думал, быстрее, легче справлюсь. Но нет. Еще один уровень выше получилось. Опа. Ага. Не такие крепостя брали, блядь. Все. Так. Что тут лежит? Пригодится, может, когда. Ой. Сюда выйти как-то еще. Как я выйду отсюда. Ай, бля. Ай, застрял. Мои 16 лет. Мама. Каретно. Мои чё? Ой, знали. Каретно. Надо отдохнуть. Так. Перекур надо сделать. Что-то у меня башка перестала. Хуя не варит. Ик. В капкан попал я. В капкан попал. Так. Это дым, это еще дым. Так. Ну еще спилить. Фу. Еще то бревно надо спилить. С этим разобрался. Те доски еще убрать. Так. Куда упор потом это сделать? Хрен пойми. Пока не знаю. Пока ничего не могу знать. Но это бревно нужно, вот эти два. Потому что сейчас я шифер сниму. Упор вообще нужен. Как я туда поставлю все это? Так. Вот в этом деле помощник, да, действительно нужен. Подложить, поддать, подержать.
В одиночку очень неудобно. Нет, ребят, разрядился аккумулятор. Не стал уже спускаться из-за ерунды. В общем, спилил то бревно. Сейчас мне как-то надо оттуда убрать. Как не понимаю. Сверху ничего не получилось. Ага, о. Все. Ничего страшного, что я спилил это. И что нету там. Ну, я с запасом ставил. На всякий случай. На дрова пойдут. Вот и все. Второе бревно тоже как бы на стене. Примерно вот здесь и будет он стоять. Так, да. Дай сучья, вот только там лишнее. Ох. Так, это поднимем вон туда. Так. Вообще идеально. Сюда подложить совсем немножко надо. Клин туда ставлю. Чик, поднимется. Это клинами можно разобраться. Клин. Да, вот где-то вот так. Чуть-чуть вот так. Вообще здорово. Идеал. Прямо отсюда он есть. Даже ничего клина не надо. Заподлицо все. А это ерунда. Сейчас уже, если продавит доску, все равно он будет на, как сказать, прогнется до бревна. Вот это бревно хорошо село. Второе, конечно, у меня еще я буду матюгаться с ним. Ну, здесь тоже небольшой клин. В принципе, гор, самое главное, сама найти вот такое, вот так, наверное, вот примерно так. Просто бревно не очень, вот, где-то вот так, наверное. В общем, будем смотреть, как лучше подогнать. Вот. В общем, доделаю, потом уже закончу. Но это так придется оставить. Просто он еще во льду. И у меня в планах самое главное поднять вот эти бревна. А уже весной, как приедем, уже будем полностью доделывать. Бля. Вот сейчас я посмотрю, он такой кривой, так-сяк. Ну, выбора нету, что поделаешь.
Первое бревно стал, как мне хочется, как мне надо, в общем. На самой середине небольшой клин вбил туда. И все доски на этом бревне. Это бревно, во-первых, совсем, как сказать, не прямой, кривизны очень много. И во льду. Там все бревно еще во льду. Снег, лед. Короче, я это так оставлю пока. Это убираем отсюда лишнее. Это уже весной на лодке приедем, будем устанавливать. Ерунда делов. Наверное, ту доску я не уберу, а может быть даже от той доски я продолжу, прибью еще доски. И уже к этой доске вот это будет прислоняться. Ну, в общем, я не знаю, как объяснить, ребят. Ну, в общем, будет сидеть это бревно на тех досках. Или вот доски будут лежать на этой бревне. Вот. Просто сейчас смысла я не вижу особо. Или вечером, если заняться будет нечем, я, может, вечером займусь. Сейчас пока давайте отдохнем от этих бревен. Немножко как бы спина, чтобы отдохнула. А так, в принципе, все получается. Все как задумал, пока все делается. Так, придется мне еще сюда стойку поставить. И в середину стойку вторую. И там пока непонятно, как делать. А непонятно, это понятно. Как бы мысли тоже есть. Придется мне лаги туда прибить большими гвоздями. Этот на столе. Тулан, ну-ка марш, что ты ищешь? Вот. Как ни крути, здесь тоже нужен какой-то упор. И чуть-чуть приподнять еще надо. Ой, блядь. Потому что здесь я смотрю вот такой прорезь. Ну, бревно. Бревно такое. Вот здесь вплотную сидит. А здесь вот кривизна ушла вниз. Как смог, уже более ровное место поставил. Ну, пока нормально. Мой век прослужит. Ничего с ним не случится. Перекур с чаепитием, с макаронами. Поработали. Можно чай попить. Работа кипит. На улице уже 0. Заметно уже на улице потеплело. Солнце греет капитально. И сейчас схожу, поищу, может где-то на дрова бревно найду, буду пилить. Привезу пару рейсов, посмотрим, насколько он тянет. Заправил, полный бак уже сжег. Полный бак заправил на мотособаке. И слишком много загружать тоже нельзя, так как у него конструкция такая прицепа, что есть уязвимые места. Под сиденьем, где я сижу, там ломается сварка или что-то отходит, что-то ломается, этот профильная труба. Есть такие вот примеры в этом ютубе. Если, скажем, на второй прицеп много загружаться, он как бы нижняя часть назад уходит и где-то вот ломает каркас, ну, раму сиденья. Не, пару раз все равно принесу, хотя бы десяток чурок надо принести. Там, потом под навес я уберу. Или сейчас уберу, или же
весной тоже. Весной на несколько дней приедем. Там уже будем уборку территории, ремонт. В одиночку тоже время отнимает, сила отнимает. Не хватает руки. Но ничего, потихоньку сделаем. А то бревно, что я еще не поставил, это у меня как бы, как ставить уже идея есть. Очень легко и просто это все делается. Сможем. Просто вот бревно такое кривое, что надо вот такое место найти, где вот более-менее он ровный. Все равно где-то кривизна более-менее ровная есть. Так, ладно. Я сейчас завтракаю, макароны с яйцом, пью чай и сходим за дровами. Заготовка дров в очереди у нас. Потом на рыбалку съездим. Или тоже схожу, наверное, пока нас держит, схожу. Где-то поблизости, может, и на речку я встать не смогу, потому что вон как. Посмотрим. Самому интересно, как там река. А сейчас я завтракаю. Куда я обжег? Это палец? Или выхлоп, может?